Мы обязательно будем мониторить. У нас будет работать и горячая линия, мы определим, и будут с нашей стороны контрольное направление работать. Вынужденные переселенцы, поддержка фермеров, участие в выставке «Золотая осень», эти и другие темы обсудили на совещании в правительстве. В Назране ждут переселения жителей двухэтажного дома по улице Базоркина на неприемлемых условиях для жизни и долгожданном новоселье. Расскажем в выпуске. Я его потерял. Потерял? Колчан? Когда? Во время боя со скорпионами. В Русском государственном музыкально-драматическом театре открытие нового сезона начали со спектакля «Две стрелы». Мусор – это отдыхающий, который оставляет за собой и уезжает. Курорт Арамхи. Санитарное состояние уникальной зоны отдыха, неподтвержденные факты вандализма и туристический поток обсудили на совещании. Не уходи, еще рассвет не наступил, не уходи, ты так давно не приходил. Она живет на две страны, пишет о том, что на душе, и не устает восхищаться Ингушетией. Поэтесса Любовь Пушкина на своей жизни и творчестве. Здравствуйте, это новости 24. Владимир Путин сегодня отмечает 67-й день рождения. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил президента страны. Цитата. «Вы пользуетесь заслуженным авторитетом, как мудрый политик, дальновидный руководитель, много сделавший для развития нашей страны. Как и все народы России, мы связываем с вашим именем надежды на мир, стабильность и дальнейшее процветание России». Жители Ингушетии высоко ценят внимание, которое вы оказываете нашей республике, активную поддержку социально-экономических инициатив региона. Уверен, что ваши силы, богатейший опыт государственной и политической деятельности в дальнейшем будут служить укреплению российского государства. Желаю вам дальнейших успехов в государственных делах на благо России. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким». Конец цитаты. Уже сейчас необходимо разработать комплекс мер, направленных на недопущение гибели урожая зимых и яровых культур от возможной засухи в 2020 году. Соответствующее поручение дал Махмуд Али Калиматов членам комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в ходе внеочередного заседания. Руководитель региона выразил неудовлетворение результатами работы ответственных ведомств, связанные с завершившимися посевными кампаниями. Засушливая погода, установившаяся в осенне-зимний период 2018 года и минувшим летом, привели к низким сельхозпоказателям. В 6 муниципальных образованиях – Малгобекском, Сунжинском, Назрановском районах и Малгобеке, Карабулаке и в Сунже – вводился режим чрезвычайной ситуации. Суммарная площадь гибели сельхозкультур составила 33 567 гектаров. По мнению главы Ингушетии, необходимо введение в повсеместную практику в контексте агропромышленного комплекса республики агрострахования. Подводя итоги заседания, Калиматов поручил членам комиссии обобщить представленные администрациями муниципальных районов и городских округов республики документы для проведения экспертной оценки нанесенного сельхозтоваропроизводителям урона и рассмотрение вопроса об оказании финансовой помощи. Надо главам районов, нашему Министерству сельского хозяйства сегодня уже думать о следующем наступающем сезоне. Поэтому к этому отнесись серьезно. Обследовать наличие техники, наличие семян, наличие ГСМ. Засуха – это засуха, но у нас достаточно водоемов. Предварительно учесть те или иные обстоятельства, вникните в эту ситуацию, разработайте проект заблаговременно, если там такая ситуация есть. И второе, возьмите, пересмотрите посевные. Люди не получают урожай, республика не получает прибыль. Пешком надо по каждой грядке ходить главам. Сегодня в правительстве прошло совещание с курирующими министерствами и ведомствами Ингушетии под председательством первого вице-премьера. Подробно о повестке дня расскажет Зелимхан Калоев.
Планы на неделю, задачи, что сделано и что предстоит. Один из главных вопросов на повестке – участие в предстоящей агропромышленной выставке «Золотая осень». Первый зампред правительства поинтересовался, на какой стадии готовность и возникают ли в процессе проблемы. Продукция полностью отгружена, площадка на месте, стенд в стадии завершения. Делегация, основная делегация вылетает сегодня. Как таковых проблем, вообще никаких проблем, связанных с этой осенью, мы не наблюдаем. Где-то на 90% готовность по проведению золотой осени. На 90%? Да. А 10% когда? 10% будет, когда мы выставим полностью продукцию, стенды заполним, вот тогда будет 100%. Затронули вопрос финансовой поддержки фермеров. Первый вице-премьер правительства поинтересовался, когда будет закрыт вопрос с субсидированием. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, на эту региону выделено более 126 миллионов рублей. Гранты будут выданы до конца этого года, но из 900 заявок будут отобраны только 100. Михаил Илезов поручил взять этот вопрос на жесткий контроль. Вы смотрите, чтобы получили только те, кто реально может получить, кто имеет право на эту субсидию. Очень большая просьба к вам, чтобы комиссия, которая работает в этом направлении, работала именно основательно, проверяла все факты, и чтобы обязательно получали только те, кому она положена. Это самое жесткое указание. И нам глава республики Махмуд Али Макшерович тоже поручил очень жестко контролировать, чтобы субсидию получали только те, кто на нее имеет право. Вот, это очень важно. Мы обязательно будем мониторить. У нас будет работать и горячая линия, мы определим, и будут с нашей стороны контрольное направление работать. Комиссия закончила формирование предварительных списков, параллельно начала выездные комиссии, работают уже во всех районах по приезду, но до конца месяца мы, наверное, эти два вопроса закроем. До конца этого месяца? Да, до конца этого месяца мы процесс освоения средств, выделенных нам, я надеюсь, мы закончим. Еще одна тема – вынужденные переселенцы. В своем выступлении министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков отметил, что на следующий год планируется выделение более миллиарда рублей для обеспечения жильем вынужденных переселенцев. На сегодняшний день в очереди состоят 428 семей. Только в этом году выдано более 270 жилищных сертификатов. Есть на балансе переданные квартиры, которые находятся на балансе администрации города Назрань. Там порядка 170 квартир. Мы подали законопроект в парламент, чтобы нужно было эти квартиры выдать. И надеемся, что в следующем году мы полностью всех тех людей, кто официально стоит на очереди, решим их все жилищные вопросы. А в этом году? В этом году оставшиеся, там приходит небольшая сумма, порядка 59 миллионов рублей оставшиеся. Они тоже там, уже которые стоят в порядке очередности, будут выдавать. По словам первого зампреда правительства, эти и другие вопросы необходимо донести до населения через телевидение, чтобы людям разъяснили все нюансы. Со следующей недели просьба к вам, поручение Минсельхоза, Миннацию, провести там не одну, а несколько передач. 2-3 передачи, где вы объясняете людям порядок получения субсидий, критерии отбора людей, которые получают, и порядок обжаловали, или если у них есть какие-то сомнения, куда они могут обращаться. Давайте это сделаем. Несколько передач обязательно должен выйти с этим вопросом. Заговорили на совещании и о самом наболевшем – возвращении автовокзала на прежнюю геолокацию. Жителям неудобно делать постоянные пересадки и следовать по разделенным маршрутам. Старый автовокзал в центре Назрани для многих остается самым идеальным вариантом для передвижения. الطاير بوتشا واخشا بازر يلا هم أوزني حلا أخش خليتك دخ نخلت أوز دخ أخل نخ ها بوتشا واخشا أوز أتا خيتر تول صلري دلش هم حلقة أتير أوز ليندر تو. Не говоря о стариков,
Молодежь уже не может нормально поехать домой. Не знает, где сесть, где выйти. Как отметил исполняющий обязанности председателя комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии, после переноса нового автовокзала удалось бы сохранить пассажиропоток. Хотели бы, чтобы нас поддержали в центральном городе Назрань, между внутриреспубликанский автовокзал, чтобы был внутри ЦМО. Так как это строение там не требуется, там билеты не именные, и людям не очень удобно ездить сюда, потом отсюда пересаживаться на другой транспорт, и это большие затраты и неудобно. И помимо этого, в таком виде нам бы 100-150 тысяч была бы прибыль для ГУКа, и мы бы как бы сохранили бы свои пассажиропотоки. Так как пока автобус едет сюда на республиканский автовокзал, частники подсаживаются, и у нас практически пустует автобус. Согласуйте этот вопрос с Ространснадзором официально. От них должна быть позиция, что они согласовали. С транспортной прокуратурой надо согласовать этот вопрос. Если они все согласны, то дайте нам эту позицию, мы тогда на основании этих позиций примем решение. Также Михаил Элезов акцентировал внимание на проблему с мусором. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюб Албагачиев отметил, что вопрос с несанкционированными свалками еще не закрыт. И это не единственная проблема. В регистраторе у нас есть жалобы с населения. Мы провели телефонные данные, и сейчас поступает ответ, и жалобы есть по всех, особенно по Назаровскому району, что данная компания не осуществляет деятельность. Это по этим направлениям нужно работать. Еще есть были проблемы на карьер-управлении, то есть тарифы были искусственно снижены ресурсов. Мы уведомили заказчиков, подрядчиков, мы дали уведомление согласно тарифам установленным веком, что там было 85 рублей условно и сырье продавалось по 22 рубля. В завершение Михаил Элезов дал ряд поручений по решению существующих проблем. Более того, в скором времени должно состояться еще одно совещание, на котором будет обсуждаться празднование в регионе круглой даты – 250-летия со дня единения Ингушетии с Россией. Зелимхан Галоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Общий миграционный прирост населения Ингушетии составил 1803 человека. Число лиц, мигрирующих в пределах республики с января по июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 повысилось на 81 человек. Также в межрегиональной миграции отмечено понижение числа прибывших из других регионов России. Больше всего приток мигрантов отмечен из республики Северной Осетии, Чечни и Москвы. Миграционная убыль населения в иностранные государства в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 68,6%. За 6 лет в России нужно расселить свыше 500 тысяч человек. Это 9,5 миллионов квадратных метров жилья. Такая цель поставлена в федеральном проекте по обеспечению сокращения непригодного жилищного фонда. Проблема касается практически каждого города нашей страны. В частности, в Назране ждут переселения жителей двухэтажного дома по улице Базоркина. Жаридат Халухоева выехала на место. Покосившаяся крыша, стены в трещинах и буквально плывущий от сырости пол. Нечеловеческие условия, в которых Ибрагим Шибилов со своей семьей проживает больше 20 лет. Многоэтажный дом в заводском районе Назрани, или как его называют местные, дом-призрак, построен еще в 60-х годах прошлого века. Но капремонт, как говорят жильцы, здесь ни разу не проводили. تيجا أكلون مي ترباج عيادش تيجملو كنزات ترباج يحيى قلات حتى حتى بدو عاش حجي حليزا كنزات قلات بدنا بيرز دوز بدنا سكيون سكالاستي تشيار سذا إيد حتى يالحنسل كنزاتي. Скрытое от посторонних глаз деревьями и новыми, более высокими постройками, здание действительно словно призрак. В нем проживает порядка 30 человек. Это 7 семей, которые не захотели оставлять свои квартиры за компенсацию, предложенную им еще в 2008 году. Речь идет о выплатах по программе переселения из-за наводнения.
возможность ясдах. Да, возможность яс. В то время цасак маргиатор, уж хозяйк мар предписан. 90 рублей мардаться галышхан, 90 тысяч яхас. Так, сухави, сок яр байалас. Хуат я загуас, 160 тысяч луас. 10 ярас. А так я опекунство, соберешь даже хобер. Иш хобер ат я задуха, я 420 тысяч луас. 10 420 тысяч 10 сон. Сухам бягат сон. Суину сайцах. Аварийным дом признали еще в начале 2000-х. Про состояние дома местные власти знают и даже пытались решить вопрос о его статусе. Разработали инвестиционный проект, по которому жильцы переедут в новые многоэтажки. Но не в заводском районе, как сейчас, а в спальном, так называемом 105-м массиве. Как видно, результата это не дало. Жильцы сами не захотели переезжать. Они же из картона. И чурва хрдаться, нормально. So вообще все я хочу ареально раятикс ваши доли. Sen кузер квартир сертификата хамлой хамлеется. Твоеваште дарте до. Ус квартир حياة خالص قطع يرش حياة خالص. وزل يجميري كوارتير ها. يستو بياتي مسيب دقيق ديش داس تخد 9 تاج دقيق ديش داس حال. دالي رجعت حتى المرجعات. لا تشي كلاس نشنجا قارنال. كلاس كده عاش. از او آري واقش خالص بدني تيجا ويرك آري يوتو صحيقش. تحت الحد ياج عياقت عياقش مشي تخاش توز مشي حيان يلاري كوارتير عش قداش دار وقات. وقات عاش دات سنياخي وجن دعيني يجيخكاي تكون سيرتيفيكات حدا. اوه سعد الدوخ نو تشك تغدات. قحمي عطوه. اوزلاتشو كوارتير جي حال وقات على الكوارتير دوكم من كوارتير ما اخش عطوه سيرتيفيكات حدا تكون شوش تمتك يزي. Здание хоть и является аварийным, но не попало в программу переселения из ветхого аварийного жилья. Как объясняют местные власти, делать это за счет собственных средств они тоже не могут. Муниципальный бюджет не рассчитан на такие расходы. У нас есть фонд муниципального жилья, который, ранее бывшие общежития. Но там они все заняты, и подобные условия и жители не устраивают. О том, как здесь уже у людей имеется собственность. Они по договорам приватизации приобрели собственность. Мы еще раз в поисках инвестора, именно мы готовы предоставить этот земельный участок под строительство, если не обязательно для ИЖС дома, поскольку уже 2 дома построили, и, как вы видите, территория малая, по строительству другого объекта, который как бы вписывался бы в этот ландшафт жилищного сектора, но чтобы были решены вопросы по этим 7 человекам, то есть по их согласию. Сколько ждать перемен, ответа никто не дает. Программа по расселению на предстоящий год еще не сформирована, а значит и бюджет не рассчитан. И будет ли такая программа вообще запущена, тоже вопрос открытый. Однако оставаться жить в аварийном доме небезопасно, в связи с чем местные власти обещают подготовить индивидуальный договор для каждой семьи и решить проблему переселения. Шарадат Хулхоева, Мербек Мержоев, Новости 24. Всероссийский театральный марафон сегодня прокатился по Ингушетии. В крупнейшем событии года театра участвуют 85 регионов страны. Марафон стартовал во Владивостоке 18 января, но завершится в конце года в самой западной точке страны, в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты, где региональные театры отправляются на гастроли и передают социальный символ марафона следующему участнику. Ингушетия уже 73-я в этом списке. Нашему театру эстафету передал Ставропольский академический театр драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Это 73-й регион, который посещает этот символ. Но нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы полюбили нас, чтобы вы познакомились с нами поближе. Мы привезли сюда 3 спектакля, 2 для взрослой публики, 1 для детской. И нам бы очень хотелось продолжать дружить с вами. Считаю, что это уникальная возможность для всех театральных зрителей
республики, познакомиться с творчеством кавказских театров. Это мероприятие станет важным стимулом для дальнейшего развития театрального искусства республики, для укрепления связей с творческими коллективами других регионов России. После передачи «Символа» Ставропольский край представил публике свой спектакль «Соколы и вороны». Также 8 октября они продемонстрируют постановку «В списках не значился». После чего 10 числа уже наш регион отправится с гастролями в Чеченскую республику, чтобы передать эстафету им. Конечно, нас очень ждут со спектаклем «Из тьмы веков» по роману Базоркина. И мы играем русскую классику по пьесе Александра Володина «Две стрелы». 10-11 мы играем в театре имени Лермонтова, это «Из тьмы веков» и «Две стрелы». И 12 числа в театре имени Компашину-Радилова в 19:00. Открытие театрального сезона в Русском государственном музыкально-драматическом театре началось со спектакля «Две стрелы». Детективная история о жизни наших далеких предков, действие которой происходит в каменном веке. В племени первобытных людей происходит убийство, которое вносит смуту в их размеренную, казалось бы, жизнь. Тамара Хашагульгова с подробностями. Там будешь длинным, там будет море теплее, чем тут. И там, кому бы ты больно не сделал, выстрелом в спину тебя не убьют. По сюжету человек по прозвищу Длинный должен был выступить на совете своего племени, но получил 2 стрелы в спину, которые оказались смертельными. Теперь главе рода предстоит найти виновного. Мысль о том, что в убийстве замешаны соплеменники, возникает сразу, ведь орудие убийства уникальное – стрелы с перьями, которые были только у ушастого. Потенциально убийца – мечтатель и художник, странный человек по меркам того времени. Но не все так просто в этой истории. Это колчан. То есть как нет? Ну, я его потерял. Потерял? Колчан? Когда? Во время боя со скорпионами. На совете все решают осудить ушастого, подозреваемый в клетке. Казалось бы, дело закрыто, но его подставили. А кто и зачем? Шерлок Холмс каменного века решает сам докопаться до истины. Выясняется, что убийство задумал человек боя, который мечтает занять место главы. А Длинный мог помешать коварному плану, за что и пострадал. Убить Длинного. Да, он мне дал чисто стрелу, чуть не сказал, а я... Советовал. Зачем? Этот старый дурак стал на нашем пути. Пришлось его прикончить. С одной стороны, люди-варвары, еще не вкусившие плодов цивилизации, и дикая природа. С другой – борьба за власть и наивность мечтателя, который верит в людскую справедливость. А еще жестокость воинов, готовых подавить и раздавить любое проявление независимости. На протяжении многих веков эти чувства свойственны человеку. Но меняется ли отношение к законам нравственности? Для Ибрагима Дзейтова 2 стрелы каждый раз открываются с новой стороны. На спектакле он уже в 3-й раз. Нигде вот так вот не встретишь, чтобы актеры прям вот так вот вживались в роль, прям прожевывали ее и показывали зрителю очень так, чтобы зритель, который приходит первый раз, он мог понять, в чем происходит вообще суть. Каждый сидящий в зале согласен с тем, что постановка заставляет поразмышлять, далеко ли современный человек ушел от каменного века, своей жестокости и подлости, много ли изменилось в методах борьбы за власть. «Две стрелы» – детектив каменного века, который по сюжету может сравниться с произведениями классика детективного жанра Агаты Кристи. Здесь, как и в «10 негритятах» или «Восточном экспрессе», есть убитая группа людей, ограниченная пространством и временем, которым была выгодна эта смерть. Спектакль, поставленный по пьесе Александра Володина, на ингушской сцене уже порядка 8 лет в постановке Ахмеда Льянова, который по совместительству играет еще и одну из ролей в ней. С этим спектаклем хотели как-то показать, что на 2 стрелах ничего не заканчивается. Это цепная реакция, в которой тот, кто сеет зло, он обратно в любом случае его получит. Не сегодня, так завтра. Переживание враждебности окружающего пространства ощущается всей кожей не только актерами, но и зрителями в зале. Для современного человека 2 стрелы – настоящее потрясение, а, возможно, и страшное напоминание того, что добро в жизни не всегда побеждает, как в сказках. Тамара Хашагульгова, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Осенний призыв и служба по контракту. Об этом сегодня говорили в топливно-энергетическом колледже. Там в целях патриотического воспитания для студентов прошла беседа с представителями пункта отбора во Владикавказе. В ходе беседы студенты могли задать интересующие их вопросы. В этом году от Ингушетии планируют отправить свыше 200 человек на контрактную службу. Такие беседы проводят в нашей республике регулярно. Планируют организовать еще несколько лекций к осеннему призыву. У нас сейчас начался осенний призыв. И поэтому я хотел узнать, во-первых,
их проблемы, какие у них стоят, есть ли желание, и, естественно, довести все это подробно до них, чтобы уже они, в свою очередь, это рассказали своим родителям, вот, чтобы потом уже родители дали им какое-то добро. Некоторые студенты уже твердо решили посвятить часть своей жизни службе в армии и даже выбрали, в каких частях будут отдавать долг Родине. Лекция была познавательная, и у меня появилось огромное желание пойти служить армию, остаться к контракту. Я хочу пойти и служить армии после своей учебы. До этого я вообще не хотел туда ехать, но после того, как нам рассказали, что там, какие условия, куда можно поехать, по контракту можно поехать. Ну, появилось желание, и я решил, как только закончить учиться в этом колледже, на следующем году поехать в армию. Вандализм, мусор в горах, в общем, санитарное состояние Джейрахского района, а также итоги прошедшего туристического сезона обсудили сегодня представители Джейрахско-Асинского музея-заповедника, отдела туризма Министерства экономики, промышленности, продовольствия и туризма Ингушетии. О совещании в Джейрахе подробно расскажет Амина Бокова. Очередной фейк на просторах интернета. Чуть больше недели назад в соцсетях появилась информация, что в горах компания отдыхающих разрушила стену одной из башен, чтобы соорудить себе мангал. Сотни комментариев и репосты. Резонансный случай не мог не отметить и исполняющий обязанности директора Джейрахско-Асинского музея-заповедника Халид Хамхоев, подводя итоги прошедшего туристического сезона. Шашлыки, приготовленные на фундаменте нашей культуры, не более чем уловка, чтобы привлечь аудиторию в свои аккаунты, резюмирует руководитель заповедника. Касаемо разобранной постройки башенного комплекса, мы отреагировали на эту информацию, и оказалось, что постройку никто не разбирал. Мангал был сооружен из тех камней, которые уже были обвалены. Как все знают, здесь находится администрация. Мы создали комиссию, и в составе комиссии туда выезжал и участковый, и администрация Джейраха. Впрочем, такой счастливый конец в историях про горный вандализм встречается крайне редко. Чаще всего информация о проделках хулиганов подтверждается, как, например, на щите возле башенного комплекса Лейми. Из 15 века в 5 вандалы решили внести свой вклад и в историю Ингушетии. Видимо, согласно каким-то тайным исследованиям, непризнанные ученые решили, башни Лейми основали не в эпоху Возрождения, а в период заката каменного века. Там десятка снята и сзади единичка снята. Вот нам бы хотелось, если у кого-то есть информация, что они сделаны там, построены раньше, там позже, кто владеет информацией. Вот у нас есть это научно-исследовательские институты, там, допустим, институт имени Чаа Ахариева, есть управление культурного наследия. Есть правительство, есть администрация музея-заповедника и сам музей-заповедник. Вандалов очень много, да, среди молодежи даже просто они как-то отметиться хотят, не знаю, там здесь был Вася или там Петя, типа того-то. И начинают писать там на башнях, на стенах, бывает даже на информационных счетах тоже самое пишут. На сегодняшний день проблема вандализма в Джейрахском районе стоит крайне остро. Люди разжигают костры прямо в башенных комплексах, оставляют отметки о себе на стенах башен. А в последнее время, рассказывает сотрудник охраны заповедника, появилась мода ночевать на вершине комплексов. И это при том, что башни и так нуждаются в реставрации. Многие из них находятся на грани разрушения. Неудивительно, что подведение итогов туристического сезона плавно превратилось в обсуждение сохранения нашего культурного наследия. В совещании принимают участие представители отдела туризма Министерства экономики республики, руководство и охрана заповедника, старейшины и представители администрации Джейрахского района. И в Америке, и в Европе там не то, что заходить вовнутрь памятника истории, там вообще прикасаться не дают. Но там есть окошки, там есть дверные проемы, можно туда смотреть, глядеть.
вокруг обойти. Согласно статистике, наибольший урон в горной местности наносят не приезжие туристы, а жители республики. Руководитель музея Халид Хамхоев выступил перед собравшимися с инициативой оградить проезд на машинах к башенному комплексу Вовнушки. Этот шлагбаум пока еще не установлен. Это вопрос только согласовывается с пограничной службой, с управлением культурного наследия правительства Республики Ингушетия и музеем-заповедником. Мнения на этот счет среди собравшихся разделились. Представители отдела по туризму считают, что это может привести к конфликтным ситуациям. Например, если сотрудники погранслужбы смогут проезжать на территорию комплекса, а местные жители нет. Вопрос об ограничении въезда на территорию комплекса будет еще тщательно прорабатываться. Но уже сейчас собравшиеся пришли к единому мнению, что в заповеднике необходимо установить камеры видеонаблюдения. В Вовнушке 4 информационных щита. 4. Там нельзя разжигать костры, там нельзя устраивать паркинги, там мусорить нельзя, там все написано. Ни один из приезжающих, ну я не скажу ни один, 75-80% приезжающих посетителей, гостей, там, туристов не обращают на это внимания. Завершили встречу на приятной ноте. Согласно подсчетам, за прошедший туристический сезон в музее-заповеднике было проведено более 3000 экскурсий для приезжих групп туристов. А значит, что нашу республику смогли посетить более 100 тысяч путешественников. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня Международный день врача. Высокий профессионализм, большой опыт и признание. Вот уже 40 лет врач-эндокринолог Лилия Шишханова прилагает все свои силы, чтобы облегчить жизнь своим пациентам. В ее копилке много наград и дипломов, но самое главное звание – заслуженный работник здравоохранения России – ей присвоил президент страны Владимир Путин. Ирина Цичуева расскажет. Успевает за день принять более 30 больных. Из всех эндокринологов, работающих в диспансере, она единственная нейроэндокринолог. Скажите, как давно вы наблюдаетесь по поводу щитовидной железы? 7 лет. 7 лет, да. Какие препараты вы принимаете? Чем лечитесь? После 14 лет работы в приспособленном здании в Республиканском эндокринологическом диспансере они получили самый большой подарок – новые условия и высококачественное оборудование. Высокий профессионализм Лилии Шишхановой отметила и министра здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии диспансера. Будучи сама невропатологом, она наблюдала прием пациентки с заболеванием гипофиза, который проводила Лилия Шишханова. Чуть позже на совещании в правительстве региона она назвала ее специалистом высокого класса. Мы работаем во вновь отстроенном здании в прекрасных условиях, за что хотелось бы сказать, выразить огромную благодарность руководству нашей республики за то, что мы работаем в таких условиях и получили прекрасную материальную базу для реализации любых возможностей, которые нужны для работы в эндокринологии. Несмотря на огромный багаж знаний за плечами, Лилия Сасламбековна человек весьма скромный. Как признается заслуженный врач, самая ценная награда для нее вовсе не высокое звание, а благодарные и довольные пациенты, которые уходят отсюда счастливые и здоровые. Постоянно год. Раз-два я к ней хожу, и она мне очень нравится. Опытная, образованная, объясняет так нежно, все понятливо. Когда я первый раз пришла в больницу, и у меня было направление к другому врачу, но она на меня посмотрела, говорит, больная женщина, говорит, вы моя больная. У меня была аденома гипофиза уже по лицу, по моим признакам. Она сразу определила, что у меня за болезнь. Ну, и с тех пор мне, она очень помогла. Для многих врачей, работающих в эндокринологическом диспансере, Лилия Сасламбековна давно стала наставником. Всегда поможет, объяснит и подскажет. Коллеги считают, что звание заслуженного работника здравоохранения – успех всего эндокринологического диспансера. Мы гордимся, что мы работаем с таким замечательным человеком и врачом Лилией Сасламбековной. И на самом деле Лилия Сасламбековна заслуживает высокого звания в сфере здравоохранения. Лилия Сасламбековна у нас опытный доктор, работающий в здравоохранении много лет и являющийся удивительным, уникальным специалистом в нейроэндокринологии. Она из семьи врачей, у нее есть брат и сестры врачи. И надеемся, что она является уже и начинателем новой династии.
Достижение, награды и признание – это все благодаря ее пациентам, говорит Лилия Шишханова. Именно они придают ей энергию и желание совершенствоваться дальше и достойно нести призвание врача. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. Поэтесса Любовь Пушкина, талантливая как свой знаменитый однофамилец и при этом наша землячка. В Ингушетии она прожила много лет, а затем из солнечного региона Кавказа переехала в не менее жаркую Испанию. Теперь у нее два дома, один, где всегда рады старые друзья, и второй, где с нетерпением ждут родные. Дана Плиева о жизни и творчестве. Любимый сердцу моему Кавказ, как я тоскую по твоим вершинам, люблю смотреть в горах на водопад и пить студенную водицу из кувшина. Во всех моих произведениях живет частица воспоминаний о родном Кавказе, величественные горы, живописная природа и зажигательная лезгинка, от звуков которой каждый раз так и хочется пуститься в пляс. Так и рассказывает о своем творчестве Любовь Пушкина. Поэт, писатель, композитор делится. Нет ничего дороже дома, а он у нее здесь, в Ингушетии. Родилась в Азербайджане, а когда исполнилось полгода, семья переехала в Карабулак. Тут же окончила школу, институт, вышла замуж, родила 2 дочек. Вместе с мужем Александром объехала весь Кавказ и половину страны, от Северного Сахалина до Прибалтики. Вернулись сюда, на Кавказ, а здесь события нехорошие начались. Мы на Ставрополе переехали сразу. Младшая закончила ИНИАС Пятигорский и улетела в Испанию. За ней старшая помчалась. Я осталась с внучкой и с мужем. На мой день рождения умирает муж. И мы отправили внучку в Испанию. Через 3 месяца меня девочки забрали тоже в Испанию. Будучи в Испании, Любовь сильно тосковала по дому. И, взявшись однажды за перо, все свои эмоции, мысли и чувства с того момента она выражает в своих произведениях. И в шутку признается, что помогает в творчестве знаменитая фамилия и, возможно, гены. Строки рождаются спонтанно, будто под диктовку, говорит поэтесса, когда находит вдохновение. К примеру, известный роман Шолохова «Тихий Дон», который она переложила на стихи. Подошла Аксинья к Дону за водой. Подогнал Григорий коня на водопой. И казак подумал, жаль, что не моя. У нее на хуторе есть уже семья. Вот однажды пришла домой, в половине 1 ночи меня постучали по плечу. Кто-то постучал, вот дотронул до плеча. Я встала и пошла, знаете, как диктовал кто-то мне. И я до половины 3 написала 1 серию. Просто мне диктовали, а я писала, только успевала. А потом так потихоньку ночами будили, я писала. А потом из-под пера Любови Пушкиной выходит юмористический рассказ «Кощей, Горыныч и Ига» и 2 стихотворных сборника «Почем плачет душа» и «Ковыле по колено». Произведения, вышедшие в свет в России несколько лет назад, нашли своего читателя. В Испании она живет уже 18 лет, но сердце все равно каждый день просится домой. В Ингушетию Любовь приезжает погостить у подруги и бывшей соседки Радимхан Хашагульговой. Даже отъезд в другую страну не смог ослабить 45-летние узы дружбы. Ну и как нужно кому куда-то уйти, уехать. Я своих Радимхан отвожу. Либо я туда иду со всеми. Радимхан в Яндырку уедет по делам. Там родители, родственники, наверное, жили. Я остаюсь. Ну и что вы думаете? Я 7 детей, я с ними справлялась. 5 Радимхана, 2 моих. И накормим, и напоим, и кашей накормим. И все делаем. Абсолютно. Мы настолько с детства, с молодости жили вместе. Мы друг без друга никогда хлеба куска не съели. В Испании ее ждут дочери, выросли и внуки. К культуре далекой страны привыкнуть было несложно, делится поэтесса. С нашей культурой у испанцев много общего. К тому же там живет немало представителей Кавказа, в том числе и ингушского народа. Там же весь мир собран. Я когда прилетела, я думала, я такой натиск идиом это языки не вынесу, французы. На французском, на немецком, на испанском, на итальянском, на португальском. Думаю, только наших ингушей нет. Что же это такое? Все есть. А потом только проговорила. И тут 3 ребят стали возле магазина. И на свой я подхожу, мальчишки, вы откуда? Он говорит, с Назрани. Как с Назрани, говорю? А что ж ты молчишь, говорю? А я тут хожу своих ищу. И мы с ними до сих пор переписываемся. Но больше всех писательнице по душе наша кухня. Какие чапы вкусные. Ну, наша кухня кавказская. Какие галушки замечательные. Все у нас своя кухня. Травы, приправы шикарнейшие. Ну, у испанцев рыбка, гамбасы, креветки. А у нас шашлыки. И никто с нами не сравнится. Никто, Радимхан.
Сейчас Любовь трудится еще над одним сборником, который совсем скоро выйдет в свет. Эту книгу она посвятила своему мужу Александру Кулакову и назвала «Не уходи». А также написала стихи и музыку для песни, которая тоже войдет в сборник. Не уходи, еще рассвет не наступил, не уходи. Ты так давно не приходил, не уходи. Я не смогу жить без тебя. Дана Плеева, Ханзат Халухоев, Новости 24. Воспитанники спортклуба «Ади Ахмат» завоевали 18 медалей на домашнем первенстве по греко-римской борьбе. На очередной раз ингушские борцы продемонстрировали свое мастерство на масштабном республиканском турнире в городе Сунжа. 340 спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет со всей Ингушетии и соседних республик соревновались за право быть лучшими. Ярче всех проявили себя воспитанники спортклуба «Ади Ахмат». 8 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей покорились молодым борцам. Такой была информационная картина дня. Далее смотрите полезную информацию. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире. 7 по 13 октября в Назрани в городском дворце культуры меховая выставка компании «Снежка» объявляет о скидках до 50%. Ингушским модницам магазину есть что предложить. Представлено широкое разнообразие шуб, жилеток и не только. Представители фабрики «Снежка» привезли в Ингушетию более 1000 меховых изделий. На выставке представлены шубы от 40 до 62 размера, модели от классики до ультрасовременных, разных длин, от коротких до шуб в пол, на молодежь, на пожилых людей. Короткие, длинные, яркие или классические – все это дело вкуса покупательниц. Ну а представители «Снежки» в свою очередь готовы удовлетворить запросы всех модниц. Также магазин предлагает как выгодные условия покупки, так и различные акции. К примеру, здесь можно взять шубу в рассрочку. Все, что нужно иметь при себе – это паспорт. Не обязательно даже первый взнос. Мы приехали к вам из города Киров. Киров всегда назывался меховой столицей России. Привезли более 1000 изделий из меха норки. Все изделия фабричные, все имеют свой сертификат. И также все изделия можно приобрести в рассрочку до 3 лет. Никакой переплаты, при себе нужно иметь только паспорт, никаких комиссий и скрытых платежей у вас не будет. Платите только то, что указано на ценнике. Мы с радостью дарим каждому покупателю жилетку, меховую жилетку из песца при покупке норковой шубы. Новость о возможности покупки шубки в рассрочку привлекает все больше покупательниц. Напомню, что фабрика «Снежка» представляет свою выставку в Ингушетии ежегодно. Поэтому многие жители региона приходят за покупками повторно. А все благодаря качественному обслуживанию, консультированию и большому выбору. Померила полушубок, мне он понравился. Меха хорошие, люди отзывчивые, продавцы очень хорошие тут. Поэтому, конечно, и если учесть, что они идут навстречу населению, потому что не у всех есть деньги. Кто-то может в рассрочку взять шубу для себя. Так что мне лично нравится продукция. Еще один важный момент – все шубы чипированы, то есть имеют индивидуальный КИС-паспорт изделия. Благодаря специальной программе на смартфоне и чипу любой желающий за пару секунд может узнать, откуда шубка и из какого меха. Все изделия «Снежки» отшиваются в России и имеют сертификаты качества. Выставка расположилась во Дворце культуры в Назрани по адресу улица Фабричная, 3. Свой ассортимент норковых шуб высокого качества магазин будет представлять с 7 по 13 октября. Ежедневно с 9 утра до 19 часов вечера. «Снежки» вас ждет большой выбор роскошных шуб на любой вкус.